Дорогие участники группы, карантин для всей страны объявляется через ЧС. Соответственно, наступает ситуация форс-мажор, то есть платить коммуналку, кредиты, налог и тому подобное не надо. От кредитов можно вообще отделаться, если есть страховка. При ЧС государство обязано обеспечивать граждан жизненно необходимым бесплатным. Должна быть медицинская помощь и проверка по первой просьбе. Там, по сути, много чего. Но это невыгодно властям, соответственно, ЧС не объявляет. Объявили карантин по регионам. Карантин же в таком виде, как есть, обязателен к исполнению только заразившимся либо прибывшим из зоны риска. Остальных людей они определяют как самоизолировавшихся. Самоизоляция – это добровольно. Она может быть только рекомендована, но не обязательно. В этом случае полиция имеет право штрафовать и наказывать по статье 236 УК РФ только тех, кто попадает под карантин, то есть зараженных. Самоизолированные же абсолютно свободны в своих действиях, ибо нет причинной и следственной связи, что они несут риск заражения окружающим, ибо нет данных, что они заражены. Соответственно, шлите лесом, если вас пытаются штрафануть по 236 УК РФ. Это незаконно, это превышение должностных полномочий и мошенничество, поскольку не совпадает с буквой закона. Также не имеют права ограничивать передвижение вообще никак. И к тому же так называемые представители власти не имеют права подходить к вам близко, трогать вас. Они должностные лица и в зоне риска. Соответственно, несут угрозу вашей безопасности. Разговор с ними должен быть коротких. Я есть в списках зараженных или приехавших? Если нет, до свидания. Требуют какие-то личные данные помимо документа, то 51 статья Конституции вам помощи, до свидания. Пытаются привлечь к административке и штрафу, пусть сошлются на закон, что самоизолированный попадает под 236 УК РФ и прочую лабуду. Без режима ЧС пусть все идут лесом. Хотят, как говорится, победить вирус, пусть объявляют официально ЧС и раскошеливаются. Хватит на горбу чужом ездить и воровать. Пора платить по счетам, ибо при угрозе безопасности страны, а это никто не оспорит, ибо Кремль угрозу подтвердил, они обязаны принимать меры, а не только отстраняться от народа. Статья 56 Конституции. Доброго всем дня.